Дорогие телезрители, мы уже в этом году последний раз вас приветствуем с пасхальным жизнеутверждающим «Христос воскресе», поскольку приблизилось окончание времени празднования Пасхи. В среду праздник заканчивается. Ровно 40 дней мы сами вспоминали и будем еще вспоминать оставшиеся дни Святое Христово воскресение. И в четверг мы будем с вами праздновать праздник, вернее, вспоминать события Вознесения Христа Спасителя на 40-й день на Елеонской горе. Мы сами говорили в прошлое воскресенье о том, что сегодняшнее воскресенье посвящено чуду дарования, я бы сказал, дарования зрения родившемуся слепым человеку. Когда мы сами читаем Священное Писание, мы сами встречаемся со множеством чудес, которые Христос Спаситель совершает. Прокаженных очищает, мертвых воскрешает, бесчисленное количество бесноватых людей получает выздоровление, будучи одержимыми разного количества злыми духами. В том числе даже и слепые получают зрение. Вот сегодняшний вспоминаемый слепой наряду всех вот этих исцеленных занимает особое место. Вот все те, которым Христос даровал исцеление, когда-то были рожденные зрячими. Они видели прекрасный солнечный свет и лунный свет, радовались звездам, радовались цветам, радовались жизни. А вот сегодняшний, если так можно выразиться, герой сегодняшнего дня, евангельский слепой, к сожалению, родился слепым. У него глаз совершенно никогда не было. Поэтому, когда люди рассказывали о том, как красив рассвет, как прекрасен закат, какие прекрасные лилии, что даже Соломон во своем богатстве так красиво не облачался, как вот этот скромный полевой цветочек, который сегодня цветет, а завтра его сжигать в печке. И вот он даже не мог себе представить, как же этот мир прекрасен выглядит, что даже люди нищие, можно сказать, даже обездоленные, и то время от времени настолько восхищается, восторгается красотами окружающего мира, и, конечно же, видимо, Бога, Творца этого мира, славословит. Он хотел бы, он желал бы все это видеть, но, к сожалению, таковой возможности не имел. Единственное, что его окружало, это темнота и звуки. Он слышал, как кто-то проходит, человек или какое-либо животное. Вот и все, что его связывало с окружающим миром. И вот он таким образом прожил уже много-много лет. И вот в один из дней, в субботний притом день, мимо этого человека проходит Христос Спаситель со своими учениками. И апостолы задают вполне естественно для того времени вопрос. Говорят они Христу: «Учителю, кто согрешил? Это ли человек сам чем-то согрешил, или его родители? Почему он родился слепым? Почему он родился без глаз?» Ведь мы прекрасно знаем о том, что в те времена, во времена Христа Спасителя, наличие какой-либо болезни, каких-то скорбей, или как мы выражаемся, каких-то неудач, вот там черной какой-то полосы, когда вот нам не везет, а здесь сплошные неудачи нас преследуют, как мы выражаемся порой, видимо, теряя упование на промысел Божий. Вот и считалось, что все это является следствием греха. Поэтому, видя, что человек уж с самого из утробы матери родился слепым, апостолы сразу же делают вывод: этот человек уж точно грешен. Если не сам, то его родители. Иначе почему же он слепым-то родился? Должна быть причина, почему он слеп. А причина в том, что кто-то согрешил. Вот железная логика того человека. Грех, его последствия, вот наказание какое-то, несчастье какое-то, ну и самая смерть. На что Христос и говорит: не он не согрешил. Конечно же, имеется в виду не то, чтобы вот они в какой-то момент сделались бы совершенно безгрешными. Имеется в виду, что какой-то особо тяжкий, видимо, грех, за который уж точно должно было настигнуть некое Божье воздаяние, некое наказание. Он потому говорит, что не он не согрешил чем-то таким лютым, тем более там каким-то уж богопротивным грехом. Не родители его не согрешили чем-то таким особым, чтобы он родился слепым. Здесь имеет место быть, он говорит, особое действие промысла Божьего. И невольно возникает вопрос, почему же, в чем же такой промысел Божий, что этот человек должен был всю жизнь родиться слепым, и по какому-то Божьему промыслу он был лишен радости лицезреть красоту этого мира. Может быть, если бы он был бы зрячим, он, возможно, ходил бы в храм, приносил бы Богу жертву, может быть, даже был бы среди учеников Христовых, казалось бы. Но с другой стороны, а сколько зрячих людей Христа окружают?
которые одни хотят его убить, другие его называют смутьяном, другие даже называют бесноватым человеком и также призывают его убить. Будучи зрячими, приходя в храм, принося Богу жертву, славя Богу за то, что как прекрасно окружающий их этот мир. Поэтому вопрос сам по себе исчезает. Еще неизвестно, было ли бы благом, если бы человек действительно родился зрячим. И далее происходит очень интересное событие. Христос совершает придет на землю, и вот это делает, как говорит Евангелие, делает некое брение. Этим брением помазывает очи слепому и повелевает ему идти на Силуамскую купель и там умыться. Этот человек, видимо, возможно, не без посторонней помощи, приходит к Силуамской купели. Вот мы с вами говорили в прошлое воскресенье, вновь речь о воде идет. Приходит на купель Силуамскую, моет лицо, смывает это брение, грязь от плюновения с глаз смывает, и действительно к нему, человеку без глаз родившемуся, у него появляется зрение. Он наконец-то впервые в своей жизни видит солнечный свет, он даже наконец-то видит, как выглядят его собственные родители. Он знает их запах, он видит, чувствует их тепло рук, но не знает, как они даже выглядят. И вот это с ним в мгновение ока происходит. Но вот беда. Событие-то произошло в субботу, когда ничего, по утверждению фарисеев, ничего нельзя было делать, а тут целое событие. И брением-то очи помазывается, и сам слепой это целый труд совершает, идет на Силуамскую купель, и к нему ему даруется зрение. Вот то, что он стал зрячим, это почему-то моментально забыто. На вид поставлено только то, что сегодня суббота, и, следовательно, даже крайне нуждающемуся никоим образом зрение нельзя даровать, поскольку суббота, исцеление болящего, дарование зрения слепому родившемуся уж явный грех в глазах фарисеев. Негодуют они. Далее, как нам говорит Евангелие, целое разбирательство судебное происходит. Спрашивают у родителей, действительно ли вот этот сделаешь зрячим человек их сын? Родители несколько даже смутились, ведь даже для них внешность их сына, слепым родившимся, стала совершенно необычным. Ведь они его никогда не были зрячим, они не видели, как бы выглядели его глаза. И вот, увидев его с глазами, они, конечно же, были в большой растерянности. Они видели перед собой, казалось бы, совершенно другого человека. Ведь не зря говорят «глаза – зеркало души». Они видели изменился не только его внешний вид, они могли увидеть как бы и душевный его мир, что было у него внутри, что было на душе, что было у него на сердце, что было у него на уме. Поэтому из некой растерянности говорят: да, этот наш сын. Он родился слепым, но как стал зрячим, мы не знаем. И поскольку к тому времени фарисеи уже приняли определенное решение и при любом случае Христа предать смерти, а всех тех, кто будет во Христа как в Сына Божия веровать, изгонять из сонмища, то есть сделать человека изгоем, вне закона. По тем временам это было страшное явление. Человека, по сути, вышвыривали из жизни пустыню, где он медленно умирал от голода и жажды. Он становился ничем. И вот перед этой угрозой отлучения даже родители говорят, когда спрашивают у них, каким же образом сын-то ваш стал зрячим, говорят, он взрослый, у него самого спросите, боясь, чтобы как бы их из сонмища бы не изгнали. Слепой, видя, насколько дотошно, и раз за разом ему задают один и тот же вопрос, он даже может быть, с некой насмешкой говорит фарисеям: вы почему меня спрашиваете об этом, каким я стал слепым? Может быть, и вы хотите стать учениками Христа, коли так интересуетесь, как я зрячим-то сделался? На что фарисеи негодуют, говорят: мы Моисея ученики, ты, наверное, ученик этого Христа. Скажи, даже требует, чтобы он согрешил и чтобы Христа обвинил в каком-либо грехе. На что он говорит: разве слышно от века, чтобы кто-то даровал зрение родившемуся слепым? Поэтому как вы смеете требовать меня, чтобы я сказал, чтобы этот человек, мне даровавший зрение, есть явный грешник? Только кто свят,
Только такой человек может, он говорит, даровать зрение. В итоге фарисеи еще больше на него озлобились, с поношениями, с укоризнами изгнали его из своего собрания, после чего Христос Спаситель находит этого человека и говорит, и в беседе слепой, будучи человеком невежественным, услышал слова Христа, и он сердцем чувствует, что стоящий напротив него и разговаривающий с ним не просто некий древний, подобный некому древнему пророку, а перед ним действительно находится воплотившийся единородный Сын Божий. Вот слепой человек и то понял своим сердцем и умом, а зрячие, видя очами и слыша ушами, к сожалению, во Христе Христа, к сожалению, не узрели. Поэтому вот это событие и сегодня особенным образом вспоминается последнее воскресенье празднования Пасхи. На этом, дорогие телезрители, еще раз вас приветствую с жизнеутверждающим пасхальным Христос воскресе, воистину воскресе!